русский язык. Somebody who don't understand Russian? Окей. В Варшаве, в Польше, благодаря нашим партнерам и друзьям из Белорусии, то есть свободная нация, новая государство остается ей до сих пор под эффективным контролем, остается ей до сих пор под эффективным контролем, собственно, аншлюзом, негласным этой империи. И наше пространство, нашу сегодняшнюю презентацию также поддерживают граждане Украины, которая также была частью империи, борется сейчас против нее. И наше задание, почему мы сегодня делаем эту презентацию в городе, где началась история Free Nation Post-Russia Forum, да, форума свободных государств пост-России, которая стала платформой для координации, коммуникации, продвижения идей деколонизации последней колониальной империи в Европе и независимости ее наций. В Варшаве 8 мая 2022 года началась эта история. Здесь в зале я вижу как минимум 3 людей, которые присутствовали и брали участие в День мира в Европе, в начале этого пути, который, надеюсь, приведет всех нас в независимую Сибирь, в независимый Новгород, в независимую Саха, в независимый Татарстан, который вернет свою субъективность, и в независимую Донскую республику, которая также имеет историю своей суверенности. У нас сегодня будет открытый формат взаимодействия, общения. Меня зовут Олег Маголецкий, я основатель платформы Free Nation Post-Russia Forum и имею честь сегодня вместе с вами слушать и общаться с нашими гостями, которые будут отвечать на вопросы, как ваши, так и мои, которые сами будут задавать вопросы. Поэтому мы начнем с диалога. Если у кого-то в зале будет желание задать вопрос, пожалуйста, поднимайте руки, мы будем передавать вам слово. Вы можете задавать вопросы как всем спикерам, да, так и кому-то из них индивидуально. Мы точно за равноправие и наций, и стати. Я прошу прощения, русский не мой родной язык, поэтому буду делать некоторые ошибки. Буду благодарен, если не будете за это судить строго. Мы хотели бы начать с лидера движения за независимость Саха, одной из, по сути, наверное, самой большой будущей независимой нового государства построссийского пространства. Ваша нация, ваше государство оккупированы. Как вы видите возможности субъективизации изначально движения за независимость Саха, что необходимо вашему движению для того, чтобы быстрее освободить свой народ, свою землю от московской оккупации, и, возможно, какие могут быть взаимодействия, сотрудничества как с другими пока еще, какая динамика, какие, возможно, шаги и взаимодействия, поддержка нужны Movement for Independence Саха, да, движение за независимость Саха, чтобы все мы могли не только приехать в столицу независимой Польши, но и в столицу независимой Саха, особенно в вашем соседстве с независимой Сибири. Всем добрый день. Спасибо. Сначала хочу сказать, что я лидер, меня там еще Раиса Дубова. Я представляю, слишком громко сказано, я говорю о том, что я представитель движения за независимость Республики Саха. Немножко коротко расскажу о нашем движении. Мы организовались в 2000. Я сначала была организатором фонда «Свободная Якутия». Мы организовались в августе 2022 года. Вот. Но потом я отошла, это была защитная деятельность. В основном я была защитная деятельность, мне стало немножко русского в этих рамках. И я организовала тогда движение конкретно за независимость Саха. Мы в нашем движении выступаем безоговорочно, безоглядочно, только за независимость нашей республики. И мы считаем, что никакой федерализации не должно быть, никакого возврата, это будет обратно поступательное движение назад, да? Если мы будем слушать так называемых хороших русских и соглашаться с ними на якобы правовую федерацию, правовое демократическое государство. Нам
нам нужна независимость. И мы на наших площадках, у нас есть YouTube-канал, у нас есть Instagram, у нас есть TikTok недавно, да, очень хорошо развивается, у нас молодые волонтеры работают. Практически каждый день говорим о том, что мы теряем, находясь в этой империи до сих пор, что происходит с нашей нацией, что происходит с нашей историей, что происходит с нашей культурой, что происходит с нашим языком. И мы каждый день говорим, нам нужна независимость, только независимость. Вот, отвечая на вопрос Олега о том, что нужно, чтобы наше движение было как бы более, получило большую субъектность, да? Я, наверное, озвучу боль всех национальных движений, всех региональных движений, которые сейчас существуют. Это, скорее всего, вопросы материальные. Понятно, что прекрасно работают люди, волонтеры, особенно молодые люди, да, они работают без материальной поддержки, они могут, да, у них есть силы, у них есть время. Люди постарше, которые к нам приходят, например, да, семейные люди, вот им, да, и мы часто не можем эту поддержку оказать. Спасибо тем людям, которые все-таки, несмотря на все трудности, особенно люди, которые уезжают в миграцию и работают из миграции, да, у всех проблема адаптации в новой стране, поиска работы, поиска жилья. Ну, в общем, наше движение, я думаю, не только наше движение, другие движения тоже с этим сталкиваются. Очень много времени уходит на адаптацию в странах пребывания. Вот, поэтому в первую очередь, не покривлю душой, скажу, что проблема, конечно, материальная. Вот, но если говорить о политической деятельности, к большому сожалению, тоже озвучу проблемы. Я не знаю, понравится ли моим коллегам, что я об этом говорю. Большая проблема в том, что россияне, несмотря на то, что они вот выступают за независимость, говорят об этом, хотят этого, они, к сожалению, к большому, очень сильно напуганы. Российская, внутри России действует очень агрессивно по отношению к людям. И люди, к сожалению, к большому, очень напуганы. Они боятся не столько за себя, сколько они боятся за свои семьи, которые остаются внутри наших национальных республик, внутри регионов. Я говорю об активистах. Вот. И поэтому привлечение сторонников, привлечение единомышленников тоже идет с некоторыми трудностями. Вот. Спасибо. Тогда будем продолжать. Да, у нас такой открытый формат. Сегодня, опять же, кто еще не взял книжку, антологию по редакции Януша Бугальский, по завершению нашей публичной части, пожалуйста, берите. Экземпляры доступны без оплаты, поэтому вы можете их взять. И тема нашей дискуссии, она сегодня, кроме презентации, называется как деколонизация последней империи, как ключ, как безусловное условие к долгосрочному миру в Европе, да, и в общем в Арктике, в Атлантике, в регионе Тихого океана. Рафис, вы представитель... Я прошу прощения. Нафису в Соединенном Королевстве привет. Нафис, вы представитель нации, да, которая была порабощена, есть до сих пор порабощена Москвой уже больше 400 лет, да, то есть 1550 да, 4-го года, если меня память не обманывает. Но несмотря на это, несмотря на 400 лет под Москвой, в Татарстане до сих пор существует и язык свой, существует и субъектность нации, и намного она более субъектна, да, чем, к сожалению, в Великом Новгороде, да, и в Доне, которые плюс-минус в то же время находятся под управлением Москвы. Как вы видите, да, представитель Татарстана, пока оккупированного в скором времени независимым, сможет ли Татарстан стать мостиком между Европой и Азией? Сможет ли он быть той точкой на Земле, да, в Евразии, которая позволит обеспечить не только независимость и свободу вашей нации, но в то же время помочь
обезледить Москву, уменьшить шансы ее реваншизма и не позволить угрожать Польше, Литве, Латвии, Украине, Эстонии, Ичкерии, то, что сейчас делает Москва. Может ли Татарстан быть ключом к этому миру и долгосрочной стабильности во всей Евразии? Благодарю, спасибо. Я Нафис Кашапов, общественно-политический деятель. Мой брат Нафис Кашапов 2 раза отсидел за Украину. Он в данное время находится в Англии. Олегу очень благодарен, то, что он первый Нафис брал участие в мероприятии 8 мая 2022 года в Варшаве, когда началась история Free Nation Post Russia Forum. Да, и сейчас опять мы встретились в Варшаве. Что я хочу сказать, в свое время мы работу вели. Вот сегодня пан Януша книги, мы в свое время издавали около 3,5 миллиона книг. И то, что День книги, в этих книгах было написано, как уничтожали белорусов, украинцев, кавказских народов, сибирских народов, Прибалтику, какие года, как, что. В основном, конечно, издавали около 10 книг. Издательство выпускали где-то 70% на русском языке, чтобы все национальности узнали, какое фашистское государство Крым после взятия Ивана Грозного в 1552 году захватили наш татар, уничтожили все население. Живого ничего не оставили, всех уничтожили. Который выше колесо, колесо, выше головы отрубали голову, а малых детей забирали в Сибирь. Вот сегодняшний день, то, что после падения Казанского ханства начался захват других национальных республик. И эта же война продолжается в территории Украины. Как поступали нашими татарами, такой же процесс Украины находится. В свое время представители чеченцев сидят, они День памяти тоже приходили, они совместно работали днем. В свое время около 3 миллионов долларов гуманитарной помощи организовали чеченцам, ингушам, азербайджанцам, кто пострадавшим от Российской империи, много гуманитарной помощи организовали. А для издания книг мы тратили около 700 тысяч долларов. Это 2,5 миллиона, это где-то 700 тысяч долларов. За свои деньги издавали, наши там фамилии, имя, то, что мы спонсоры, но наши статьи, наши фото никогда не ставили. То, что мы спонсоры, и все. И переиздавалось десятками миллионов в зарубежных странах. Чтобы нас воспитать, объединить, книга очень большой роль играет. Даже вот эту книгу у нас «Запрятали истории татар» было написано для учебников, для гимназии, для школ, чтобы дети изучали историю всех народов. Что я хочу сказать, вот сегодняшний день мы собрались, у нас тема должна быть объединиться, все национальные республики вместе вести работу, разрушить эту Московскую империю. Это единственный, конечно, шанс. Украина, если победит, мы будем свободны. Это единственный шанс. В свое время, конечно, шанс, когда Первой Чеченской войны, чеченцы победили, разгромили Россию, конкретно победили. Но в те времена надо было западным странам помощь, поддержку, надо было, сильной поддержки надо было, но отошли. Но, к сожалению, мы не можем изменить прошлое, но Да. нужно учесть эти ошибки, Нафис. Да, здесь одно только скажу. Информационная война с имеющим оружием. Он берут автоматы, танки, этим пропаганда работает у российских бандитов, совершенными работами. Они берут, умирают. Фактически мы
мы должны пропаганду правильно, конкретно поднять свою историю, что надо вести работу конкретно, чтобы не грабили наших национальных республик. Татарстан очень сильно, очень богатая республика. Больше 10 раз может снабжать свою нацию. Вот Татарстан живут население. Надо вести работу экономическую, чтобы не грабили национальных республик, потому что они грабят, а это путем грабежа наше национальное богатство уходит на войну с Украиной или задавить национальных республик для пропаганды. Да, так и есть, собственно, к сожалению, Татарстан, как и Сибирь, и Саха, и Дон, это из колонии, классические колонии Москвы, и она использует ваши ресурсы и людей в своих колониальных войнах, и, к сожалению, этот процесс длится веками. Я надеюсь, что мы сможем все-таки наблизить к этому окончанию, ближе подойти, и чтобы Татарстан, в том числе и в Польшу, да, экспортировал свою агропродукцию, свою нефть, газ, а не шахеды, которые все видели вчера, позавчера, да, на этих пропагандистских видео, что Татарстан превращен фактически в базу для убийства людей. Я прошу прощения, если вы не против, мы передадим слово следующему нашему спикеру, мы вернемся к вопросу Татарстана. Анна, в антологии, да, в которой несколько десятков, даже больше сотни разных статей, как аналитических, так и более такого форсайт, визуального формата, рассматриваются разные аспекты, как обретения независимости, да, так и стейт-билдинга, как построить успешное государство, чтобы на построссийских пространствах было больше условных новых Эстоний и меньше новых Туркменистан, да, потому что опыт Советского Союза показывает, что обретение независимости это не конец, а лишь начало пути, да, потому что все мы хотим, чтобы и Татарстан, и Саха, и Дон, и Новгород это были государства богатые, успешные, демократические, свободные, чтобы людям там было жить комфортно, а не поменять одного московского царя на царя местного, да, локального деспота тирана. И вот Сибирь в этом процессе также очень имеет критическое значение. И часто московская пропаганда, особенно здесь, да, в странах ЕС, НАТО, особенно это популярно в Соединенных Штатах Америки, использует такой миф, что если когда, да, Московская империя канет в лету, то новые государства, особенно в азийской части, они попадут под влияние КНР, да, другой диктатуры, и этим воспользуется Бейджин, и это плохо для всего мира, поэтому давайте дружить с Москвой, чтобы не усилить Бейджин. И Сибирь, которая, скорее всего, независимая Сибирь будет в G20 или в G30, вы как представитель Сибири, как вы видите будущее внешнеполитической Сибири и как возможно минимизировать риски того, что, опять же, авторитарная КНР попробует взять под контроль ваше будущее независимое государство? Интересный вопрос. Но мне очень как гражданка будущей независимой Сибири, как вы? очень трудно представить, чтобы кому-то нужны были пассажиры, потому что это огромный спектр. Любым людям, даже включая людям из России, может еще до Урала, в западной части, как вы знаете, невозможно объяснить расстояние, которое есть в Сибири. Поэтому кому они нужны и что с этим делать, я думаю, ни одно государство не возможно никакой КНР, им гораздо дешевле и проще договориться и платить меньше, чем в Москве, чем захватывать это, потому что тогда им что нужно делать с дорогами, со школами, с домами, вообще со всем остальным, а это огромные территории. Это экономически... Вам не надо, мы возьмем. Бурятия от Енисея до Амура. И второй вопрос. Да, исходя из этого, еще одна страшилка, которую московская пропаганда как открытыми своими пропагандистами, да, типа там Соловьева, Симонян, так и скрытыми мягкой силой этих хороших русских, так называемых медиа и так далее, говорят, что а что делать с ядерным оружием? Да, вот вы представляете, что
ядерное оружие вместо одного самого большого сумасшедшего тирана и военного преступника современности окажется в руках 20-30 непонятных людей. Мы опустим вопрос, да, что есть ядерный цикл, что сами ракеты находятся далеко не везде, и просто они так не взлетают, и бла-бла-бла, и придем к вопросу. Когда Сибирь получит свою независимость, Сибирь готова к полной денуклеаризации, по примеру Казахстана, Украины, отказаться от ядерного оружия, или Сибирь, вы можете, конечно, не будете говорить за всю Сибирь, но ваше личное мнение, как будущей гражданки, да, резидента независимой Сибири, нужна ли ядерное оружие Сибири? Обычно человек, когда видел, не представляет, как он работает, и зачем ему надо, кроме того, чтобы бывать в Поэтому я думаю, что в Сибири для независимости скорее гораздо важнее объяснить людям, более вообще, что не будет большой дебаты, не будет людей, тебе жить, нужно годы не за мифические деньги, а за реальные, что то, что они видят вокруг себя, лес, какие-то ископаемые, которые есть, в конце концов, то, зачем они учатся и приобретают какие-то профессии, это все говорит, весь смысл. Это гораздо важнее, чем какое-то там ядерное оружие, которое для большинства представляется чем-то очень мифическим, невнятным и непонятным. То есть вы готовы отказаться от этих форматов на Вашингтон, если будет в независимой Сибири референдум, должна ли Сибирь отказаться от ядерного оружия? Если я вас правильно понял, вы проголосуете «да», должна отказаться от ядерного оружия. Да, конечно, гораздо важнее будет установить экономическое сотрудничество с регионами вокруг, и в том числе какое-то сообщение, поезда, автомобили, все остальное. Вот это гораздо важнее, чем Спасибо огромное. Передаю слово представителю Донской, в прошлом и в будущем независимой республики Константин. Так сложилось, да, что вот как раз эта неделя порабощенных наций, да, президент Эйзенхауэр, сначала Конгресс, а потом он превратил это в закон, в биль. В 1959, если не ошибаюсь, году, или 1957, не столько важно, да, Википедия поможет, проголосовала о том, что Соединенные Штаты Америки и весь свободный мир должен помогать Captive Nation, порабощенным нациям. Мы все порабощенные нации, вы не коренные народы просто, да, этим тоже злоупотребляют, стараясь загнать вас в резервации, рассказать, что вот вам построят казино, и вы должны быть счастливы. Нет, вы порабощенные нации, Captive Nation. И в том списке порабощенных наций, который подписывал президент Эйзенхауэр, республиканец здорового человека, правильный республиканец, которыми они были в 50-60-х годах и до 2020, неважно какого, да, вернуться. Были поляки, эстонцы, были представители Восточного Туркестана, были татары, и Дальний-Урал, более того, там был указан. Был Тибет, были украинцы, были венгры и были казахи. Казахия была указана там, и это очень возмущало русских имперцев, которые жили хороших русских 50-х годов в Соединенных Штатах, которые говорили, никаких таких наций нет. Что вы придумали? Какие еще там казахи, бла-бла-бла. Как вы видите преемственность, как вы видите возможность Донской республики, да, независимого государства, как мы понимаем с вашего проекта, вашего движения в регионе Ростовской и в Волгоградской области, позиционировать себя в мире и показать, что это не какая-то сумасшедшая ПСОшка, да, ответ на ДНР и ЛНР, как часто, опять же, российская пропаганда и особенно так званые хорошие русские медиа любят показать, а это тяглость истории, да, что это действительно нация, это действительно люди, которые вернут свою свободу и независимость и построят нормальное, цивилизованное, открытое общество в Восточной Европе. Всех приветствую, меня зовут Константин Качалов, представляю Донскую республику.
Прошу прощения, для некоторых наших спикеров это дебют, поэтому давайте не судить строго, а главное суть, а не форма. Итак, вот возвращаясь к Библии Эйзенхауэра, основываясь именно на этом документе, казаки еще в 90-х годах начали свое движение за признание народа. Потому что в Советском Союзе не было такого понятия, как казаки, не было такого народа. Наши активисты этого добились, признали, это даже признали это в России, выпускаются свидетельство о рождении, я думаю, сейчас любой человек может написать национальность казака. Начнем с этого. То есть, но наше движение это не чисто этническое движение, так как наш регион достаточно многонациональный, это, скорее всего, можно сказать, региональный проект независимости. Потому что мы учитываем интересы не только этнических казаков, которых, к сожалению, осталось очень мало после репрессий, после, вот как был Голодомор в Украине, точно такой же был Голодомор и на Дону, и на Волге. И были огромные жертвы. Это была вся прямая политика рассказать человек, так называемый. Потому что гораздо проще управлять народом, который не помнит свои корни и считает, что они просто потомки того первых крестьян, условно говоря. Мы как движение ведем свою преемственность от Казахской республики генерала Краснова, это 1918-1919 год. И основываясь на этом, мы готовы утверждать то, что наша земля имела государственность, и мы будем делать все, чтобы эту государственность восстановить. Спасибо огромное, Константин. Очень важно. Независимый Дон — это то, что поможет Make Moscow Small Again, поскольку обрезать в Москве выход как к Каспийскому, так к Черному морю, так и очень важно Балтийскому, мы сейчас перейдем, превратить Московию в континентальное государство, это то, без чего невозможен долгосрочный мир и стабильность в Европе. И все это начиналось в Новгороде, да, то есть Москва начала свой имперский путь перед Казанью с уничтожения государства восточноевропейского, которое было частью Пензенской лиги, да, было частью общеевропейского северного пути. И, Андрей, вы как представитель Великого Новгорода, насколько сегодня это звук режут, короче, в Рожке. У меня звук нормальный, а в Рожке режут звук. С Республики Псков, да, возможно, Твери, возможно, также у нас есть представители Ингрии, да, есть представители Кёнигсберга, Берленда, то есть тех регионов, которые населены этнично русскими, но которые хотят быть независимыми государствами, которые видят потенциал в поле государственности, да, что они есть абсолютно уникальны для одного этноса или макроэтноса, поскольку в Европе у немцев есть Германия, есть Австрия, немцы живут этнически, да, условно немцы стали частью швейцарской нации или Лихтенштейна, греки имеют и Грецию, и Кипр, вся Латинская Америка, да, которая раньше была частью Испанской империи, сейчас это нации, которых 200 лет назад не существовало, а сейчас никто не ставит под вопрос, что аргентинцы и, например, колумбийцы — это не просто разные с испанцами люди, но и разные между собой, да? Хотя, в принципе, это было все Great Spanish Empire. Вот я тебя породил, я тебя уничтожу. Да? Может ли Великий Новгород также, исходя с своего европейского бэкграунда, стать тем, что создаст новый не буфер, а фронтир Европы от Карелии, да, до Дона и уберет Московию с Балтийского, Черного и Каспийского моря? Хотел вначале представиться. Моисеев Андрей, депутат Великого Новгорода 2008-2011 года, Думы Великого Новгорода. Хотел поблагодарить, Олег, тебя за ту огромную координационную работу, которую ты проводишь со стороны Украины, со всеми, как ты правильно выразился, представителями порабощенных народов Российской империи, которая до сегодняшнего дня продолжает свое существование. Что такое
Великий Новгород с точки зрения истории это не некий археологический казус, так скажем, или какой-то возврат в прошлое к истории, а это именно модель, взятая из прошлого, которая на сегодняшний день сохраняет свою актуальность. И история Великого Новгорода уходит корнями в X-XI века и гораздо старше той метрополии, которую подчинила себе Москва и которая объявила себя первопричиной, как они любят говорить, нашего с вами существования. Антология Free Nation New States, кстати, мы будем с нетерпением ждать перевода ее на русский и украинский языки. Уже подписан контракт, поэтому в ближайшие около плюс-минус 6 месяцев будет перевод на русский язык, и мы, конечно же, про это всех уведомим. Спасибо. И я хотел сказать, что эта антология, это, по сути, стратегический документ. Это не беллетристика, не художественная литература, не документальная повесть, а это именно стратегический документ, который предлагает народам, населяющим Россию, нынешнюю Россию, новую модель развития. Каждая из наций должна самоопределиться, выбрать свой путь без диктовки извне. И в этой части Новгород очень символичен. Новгород был тем самым окном в Европу для племен, населявших эту территорию, северо-запада и центра, поработил и уничтожил многие народы, которые населяли территорию этого самого окна. Великий Новгород был, я не буду подробно останавливаться на его истории, скажу только о том государстве, которое существовало на этой территории. Это государство имело население более полумиллиона человек. На тот момент это одно из крупнейших государств Европы. Это государство, ориентированное на Европу, имевшее тесные связи с территориями нынешних, государствами, которые находятся на территории нынешней Италии, Германии, Великобритании, Балтии и других территорий. Это четко выстроенное демократическое государство, во главе которого стоял выборный орган Вечи, который собирался на торгу, называемым нынешним языком, проводился всенародный референдум, и которая приглашала на княжение, давала одобрение тому или иному князю, который имел четкий срок своих полномочий, который мог быть свергнут, опять же, простым голосованием, если он не справлялся со своими обязанностями, и он нес перед населением его избравшим полную ответственность. Что характерно и отличает Великий Новгород от других европейских демократий, это то, что сословность общества не играла ключевой роли. Голосовали на этом самом вече, на этом референдуме абсолютно все граждане Новгорода, от ремесленников и самых низших слоев населения до посадников. Посадник, как я говорил, выбирался этим вече. Также избирались даже архиепископы, которые были подотчетны своей власти. Новгород... Я прошу прощения, и правильно мы уже понимаем, никакого московского патриархата, никакой РПЦ на территории Новгорода. Это все пришло потом. Я могу очень долго говорить об истории Новгорода, надеюсь, Я прошу прощения, а когда была вера греческого варианта, да, после 1054 года, это была часть Константинопольского патриархата? Нет, Новгород представлял всегда самостоятельное государство, у которого были связи и с Константинополем, в том числе, но это связи более отдаленные. Церковь была поместной? Церковь была поместной. И я не могу сейчас точно сказать, насколько были тесными связи с Константинополем, но это были христиане, это была поместная, новгородская поместная церковь. И связи Новгорода с другими странами, в том числе позднее с
монголо-татарским государством, с Константинополем, они были, в основном это были торговые связи, основанные на особо следует отметить существование Византийского союза, в котором Новгород занимал одну из ключевых ролей. Вместе с Псковом он представлял собой очень важный экономический центр союза, который поставлял в Европу не только сырье, также изделия ремесленничества и представлял собой важный узел торговый, через который шли товары на восток, с севера на юг и с запада на восток. И Новгород как раз был существовал этих торговых путей. Мы продолжим. Импульс, да, вернется как перекресток в будущем путешествии, опять же, большой Северной Европы. У нас сейчас небольшая пауза на вопросы из зала. Если не желающие, мы перейдем к второй части нашей дискуссии открытой. Уважаемые гости, журналисты, эксперты, представители порабощенных наций региона, если у вас есть вопросы, пожалуйста, мы слушаем вас. Вашего Верховного Совета, реально действующий, обратился с очень серьезной речью. Вот какой контакт у вас с этим реальным политиком, находящимся там, который в том числе обвинил своего президента, который у вас, в отличие от многих, все-таки не русский, а ваш национальный президент? В общем, с номенклатурой, да, если расширить ваш вопрос. Да. Взаимодействие какое у вас? Спасибо за вопрос. Я вам скажу, знаете, никакого взаимодействия нет. Вы прекрасно знаете, что если мы признаны экстремистской организацией. Мы признаны, лично я признана экстремистом, террористом, иностранным агентом. Если я скажу, что у меня есть какие-то с ним связи, да, то я думаю, что этот человек пойдет под репрессии. Мы хотим, чтобы он попал под репрессии? Нет, мы не хотим, чтобы он Тогда нет никаких связей, да? Извините, пожалуйста, когда человек выходит на трибуну и говорит то, что он говорит, он уже отвечает за свои слова, тем более, что он политик реальный. Он не боится сказать, это с главной трибуны вашей страны в будущем. А вы боитесь, что вы его дискредитируете? Он намного больше рискнул, чем если бы сейчас сказали, что вы с ним вчера говорили по телефону. Подождите, давайте не будем давать этому государству еще каких-то дополнительных поводов для того, чтобы этого человека репрессировали. Да, мы должны понимать, что как только он вышел на трибуну и как только он сказал эту речь, а речь была непростая, он в этой речи как раз таки, в этой речи прозвучали с его стороны, я так понимаю, и от политической элиты нашей, да, в отношении нашего, как я называю его, губернатор Якутии, да, не Юдархан, не президент, губернатор, прозвучали конкретные угрозы. Да, и если мы сейчас, он и так уже на карандаше у них, да, если мы сейчас будем давать им дополнительные поводы, я не думаю, что это правильно. У нас нет с ним связи никаких. Главный результат. И мы понимаем, что есть публичная часть работы, есть непубличная коммуникация. И если что-то приближает нас к цели, да, Московия Беланда независимости Саха, значит это стоит делать. Если это отдаляет, значит тогда не стоит это делать. Уважаемые коллеги, возможно, кто-то еще имеет вопросы? Давайте, пожалуйста, Петр, а потом Андрей. У меня вопрос общий ко всем. В принципе, политические движения, партии часто ориентируются на какие-то социальные показатели, чтобы делать свою политику. Есть ли у вас какие-то социологические маркеры в ваших регионах, либо какие-то там показатели, на которые вы ориентируетесь в своей работе, чтобы взаимодействовать? Есть желающие ответить? Константин и Андрей, да? Андрей, начинайте. Я хочу сказать по Новгороду. В Новгороде работает мой знакомый, давний и очень опытный социолог, который раньше занимался открытыми социологическими исследованиями. Для того, чтобы сейчас узнать
картину, картину настроений населения, которое преобладает в том или ином регионе, довольно сложно, потому что, как вы знаете, социология в России на сегодняшний день является закрытой. И те исследования, которые проводят специалисты, которые все-таки еще остались, и не вымерли, не посажены, не уехали, а живут там, вот в этом кошмаре, они не совсем репрезентативны. Однако то, что могу вам сказать вот из последнего общения с ним, это то, что если брать именно Новгородскую область, то настроение населения на 80% не поддерживает войну. Они не поддерживают ее по разным причинам. Они хотят просто, чтобы это закончилось, не формулируя более четко ответы на вопрос. Потому что, знаете, социологи могут задавать вопросы так, чтобы вытащить из населения эту самую правду. И вот общая картина, вот эта вот выжимка этого общественного мнения, это то, что открытыми ярыми сторонниками войны являются именно 20%. То есть остальные 80% можно их назвать по-разному. Это серая масса, это люди, которые боятся высказаться, но они, тем не менее, даже человек, если молчит, не говорит, что он за войну, это уже говорит о том, что в этой ситуации он является ее противником. Что касается более репрезентативных исследований, они проводятся различными способами, путем интернет-исследований, путем телефонного обзвона, и к их результатам я доступа не имею, но все-таки продолжая мониторить родную Новгородскую область, я могу сказать, что активной поддержки путинской политики на сегодняшний день нет. Что бы власть ни говорила, население на сегодняшний день не является актором этих событий. На основании чего данные по 80%, которые не поддерживают войну? Это его методики, которыми он пользовался. Это телефонные опросы, интернет-исследования, косвенные мониторинг. Вы знакомы социологи? Да. Просто других источников более доверительных я в Новгородской области не вижу. И власть сама, насколько я знаю, сегодня страшится проводить эти исследования, потому что либо ты проведешь, и результаты придется докладывать в Москву и врать, либо, если сказать правду, то ты окажешься, если не за решеткой, то, по крайней мере, без должности, я имею в виду губернатора, который не обеспечил проведение той политики, которую от него требует метрополия в регионе. Поэтому эти исследования на сегодняшний день, они довольно косвенные. Спасибо большое, Андрей. Да, Анна. Я не очень представляю, как проводить социологические опросы в нынешней ситуации, поэтому мне кажется, что гораздо больший смысл имеет ориентироваться на уровень безработицы, на уровень зарплат, процентное соотношение зарплат, к тому, сколько тратят люди, и в целом к общему обнищанию страны. Мне кажется, вот это гораздо большие показатели, чем все социологические опросы, потому что сейчас невозможно сказать правду в стране. Спасибо большое, Анна. Все мы, к сожалению, имеем опыт или жизни, да, или наши родители жили в Советском Союзе. Помните, там был во время Сталина перепись населения, который почему-то пропал в 30-х годах. И, как вы представляете социологию в Аушвице? Да? То есть это уже концлагерь большой, и поэтому, опять же, это авторитарное государство, которое движется к тоталитарному, и даже если люди готовы отвечать, скорее всего, внутренний цензор, да, вот эта мысль преступления, страх сказать действительно правду, он присущ, и перед ответом Константина небольшой камбэк с Украины. В 1991 году, в марте, в Украине это было одно из государств еще Советского Союза, где проходил референдум, готовы ли украинцы поддержать новый союзный договор. И на этом, во время этого референдума, если, возможно, мои коллеги с Украины смогут подсказать, около 70% украинцев проголосовали за новый союзный договор. Уже 1 декабря 1991 года, всего через 6 месяцев, 90% граждан Украины проголосовало за независимость. То есть в любом случае это динамичный процесс. Если будет информация, будет понимание среди граждан, что
Независимая Сибирь — это не деньги на войну вне и репрессии внутри, а хорошие дороги, школы и Сибирь как надо. Уровень поддержки независимости Сибири может с 0,1% или 1% за 6 месяцев возрасти до 80%. Константин. Да, я бы хотел сказать, что наше движение находится в постоянном контакте с теми, кто сейчас живет в России. То есть, грубо говоря, мы и появились из-за того, что на мировом уровне появился запрос на представительство в Европе. Поэтому мы имеем достаточно хорошую презентативную выборку, по которой можем говорить о том, что творится в нашем мире. Конечно, никакие социологические маркеры, ничего прочего, но это общая ситуация, какие-то конкретные факты, и, в общем, все то, о чем можем судить, о том, что происходит на том или другом уровне. Спасибо. Андрей. Еще хочу задать такой вопрос. Я общаюсь с жителями Российской Федерации по интернету в чату рулетки, и очень часто представителям разных регионов и народов, когда задаю вопрос о независимости, я вижу, что даже те люди, которые вроде хотели независимость, у них есть страх, пример неуспешный. Вот, например, в Советском Союзе 15 республик отделились, а в Российской Федерации, например, Ичкерия провозгласила независимость, да? Но она осталась одна, ее никто, другие республики не пошли каскадом, так, и ее задавили. И сейчас эти люди спрашивают, а как вот быть, например, вот если мы сейчас Татарстан скажем, мы независимы, да, а мы изолированы от других, если Башкортостан скажет, мы независимы, да, то есть тут вопрос в том, что многие люди в регионах, они не видят механизм, они не видят именно вот в Советском Союзе как, остался ГКЧП и пошел, ну, прям каскад провозглашения независимости. Тут многие люди сейчас, они не видят, как можно донести к тому потребителю нашей информации в Российской Федерации, что независимость возможна и что она должна быть не просто отдельно Башкортостан, отдельно Татарстан, кто-то один провозгласит независимость, а что этот процесс должен быть как бы единым. И очень важно, что есть понимание, например, внешних стран, которым выступает Украина и другие, что можно поддержать эти республики. Потому что когда Ичкерия провозгласила независимость, к сожалению, Украина еще не понимала всей сложности этого процесса, да, и официально Украина осталась в стороне. У нас были добровольцы, которые ездили помогать воевать против российской армии, но как государство мы не поддержали. И сейчас боятся республики, что Запад также не поддержит, тот же самый Трамп, тот же Евросоюз. Как вот быть с этим? Как сделать, чтобы этот процесс был синхронным, был успешным, чтобы и Ичкерия возобновила свою независимость после оккупации, да, и никто, другая нация, к сожалению, не пережила то, что пережили люди в Ичкерии. Обязательно спрошу. У меня есть эфир, кстати. Попыток уничтожить Погуглите там еще в 22 году. Возвращаясь, когда первый чеченский... Я прошу прощения, извините, пожалуйста, я очень прошу. Нас с маленьких лет, короче, путали, учителя, даже родные путали, кроме отец мать. Это ничего страшного. Извините. Все нормально, все отлично. Когда в армии служили, тоже нас путали. Все нормально, все отлично. Что я хочу? Первой чеченской войны, это было 1,5 месяца всей войны, я просил всех народов, кроме чеченцев, соберите. Ну, там были татары, короче, журналисты, нервы слабые, слезы появляются, там тут, так все. Пришлось мне самому вопрос задавать нашему телекомпании, нашему киностудии тоже задали. Говорят, кто виноват в этом войны? Все, там и татары были, и украинцы были, белорусы были, там все национальности были. Ни одного чеченца не было. Все хором, все, вот которые народы есть, надо Степашина, Ельцина, Грачева расстрелять, вешать их мясо, куски мяса в Крыме. Вот народ что сказал. Вот только что был разговор насчет экономический. Народ с народом не воюет. Народ, короче, найдет пути.
транспортный самолет, богатство, что надо, народ сами договорятся. Никогда народ с народом не воюет. Этот пример, то, что, вот, например, первым мы начали уходить Азербайджан, Армения. Ага, они смотрят, как так, Советский Союз разваливается, они организовали межнациональную войну. Когда у дома был Ушами Басаева, Басаев полностью конкретно сказал. Меня как тоже как пригласили, как резать людей. Фактически, Москвы, короче, организовал резню. Резали армян территории Азербайджана. Убивали, резали, даже беременных резали. Вот тебе результат. Вот как они организовали. И самое интересное, в те времена ни один телеканал не показывал этот эпизод. Ни один. А все зарубежные телеканалы гремели, шумели. Вот азербайджанцы режут армян. Благодарю за внимание. Спасибо, Нафис. Раиса, возможно, вы сможете подсказать, помочь, ответить на вопрос Андрея, как можно движение, да, и опять же, борьбу за независимость Саха синхронизировать вместе с Башкортостаном, Бурятией, Сибирью, Ингрией, Хакасией, Тывой и всеми остальными. Ведь если начнется не в одной точке, да, этот карточный домик очень быстро обрушится. Как сделать так, чтобы в следующий раз, когда возникнет какой-то условный марш Пригожина или другая подобная ситуация, в эти же 24 часа в Ростове будет провозглашено возобновление независимости Дона, в Сибири, в Новосибирске, Красноярске, Томске, Тобольске и так далее начнется движение, и Саха провозгласит свою независимость, которую, надеемся, в этот раз, я прошу прощения у Чеченской Республики Ичкерия за то, что Украина не признала независимость в 1994 году. Мы работаем над исправлением этой ошибки и надеюсь, что и мое государство, и Польша, Литва, и другие государства признают независимость Сахи, Татарстана, Новгорода, Сибири в этот раз, в тот момент, когда вы их провозгласите. Ну, я думаю, что Запад вообще должен учиться на своих ошибках. История, чеченская история, это была большая ошибка и Запада, и лидеров тогда уже практически союзных республик, ну, независимых государств практически. В том числе республики Саха. У нас вообще была очень хорошая позиция. И тогда, в тот момент, я все время сейчас соглашаюсь, я была молодым очень человеком, да, юношей, и, может быть, не совсем понимала эти политические процессы. Но сейчас, с высоты своих лет, я понимаю, что если бы тогда лидеры наших республик Татарстана, одной из крупнейших, да, республики Саха, Бурятии, если бы мы все, так же, как Чечня, объявили, несмотря на то, что мы тогда были автономией, не так же, как Чечня, если бы мы все вместе объявили о выходе из состава, о своей независимости, об образовании наших государств независимых, то тогда бы и не было этой истории сейчас. Но, к сожалению, да, история не знает слагательного наклонения, мы не можем сейчас говорить. Я просто надеюсь на то, что Запад учтет эти ошибки свои, прошлые, и поддержит. И да, совершенно верно тут было сказано, что мы должны объединяться. Что мы сейчас и делаем? Практически все национальные движения сейчас представлены и в Лиге свободных наций, и мы таким образом объединяемся, да, для того, чтобы работать в будущем, строить нашу независимость, сказать. И работаем на площадке форума народных пост России. Вот, наверное, только так, объединившись, мы сможем добиться независимости. Спасибо. Спасибо большое. Раиса, мы дадим слово представителям Чеченской Республики Ичкерия после вопроса Андрея. Ваша. Да. Добрый день. Ну, у меня вопрос такой в порядке влиться ко всем спикерам уважаемым. Среди федеральной оппозиции есть так называемая партия первого рейса. Это те, кто мечтает, как только режим пойдет, так сразу они первым рейсом вернутся домой и будут строить прекрасную Россию будущего. Вот скажите, пожалуйста, у вас какие представления о таком часе X, когда вы поймете, пора возвращаться и строить независимые республики? Спасибо. Давайте так, буквально каждый по 2 предложения, если можно.
Ну, что касается лично меня, то я вижу, что если и будет доступность через 10-20 лет меньше, я пессимист в этом отношении считаю, что пока не будет, я считаю, что пока не будет четкой стратегии Запада на этот счет, не будет четкой координации между движениями, ничего не будет. Поэтому я в этом смысл. Я думаю, что у меня, конечно, были такие пессимистические взгляды. Я надеюсь на то, что это произойдет в ближайшие 2 года. Вот, взгляды у меня... как вы, Андрей, сказали? Кто-нибудь там? Партия первого Но есть такая партия первого рейса. Партия первого рейса. среди Это хорошие федеральной русские, оппозиции, да? Хорошие русские? Ну, часть. Да, так но сказать. там слово на букву П русское, это они не совсем говорят правду, скажем так. Ну, если так можно сказать, я тоже собираюсь. Как только наступит этот час X, я прямо жду его, жду каждый день, просыпаюсь, смотрю новости, что там происходит. Я сразу сажусь на самолет и лечу домой. А что бы это для нас было? Смерть Путина, еще что-то? Переворот? Смерть Путина, к сожалению, к этому к распаду не приведет. Не приведет к распаду и не к распаду, к победе Украины. Потому что победа Украины – это равно распад, да? Ну вот Андрей спрашивает, что будет тем моментом, когда вы возьмете газету или откроете сайт и увидите эту новость, после которой вы зайдете покупать билеты и лететь в Саха. Какая должна быть эта новость, правда, если я вас понимаю, Андрей, чтобы вы решили, что время покупать билеты? Победа, скажем так, Победа Украины. Победа Украины. Что я хочу сказать, похоже, на Киев будет столицей нашей. Спасибо, мы не колониальные империя, вы можете летать в гости в независимую Казань. Нет, чтобы люди управляли. Но одно можно сказать, 17 земель, вот Германия хорошо живут, в Штатах 49 штатов тоже хорошо живут. Вы забрали один штат, еще его Колумбия. Там кто-то хотел 51-й делать штат, вы забрали один. Еще вот могу сказать, много говорят, монголо-татарские игры. В свое время 300 лет российский Московия был под игрой татаров. Ну, сейчас, конечно, они разгромили, мы уже подняли. Чтобы государство создавать, у нас государство есть. Не надо его разгонять, кровопролитие провести. Кто конкретно татарам, кто конкретно помог Украину воевать, отправлял, заставлял вот этих людей наказать, а государство должно быть остаться. А что случится-то должно, когда вы вернетесь назад? Когда вы поймете, что надо вернуться? Я, например, буду спортом заниматься и все. Нет, а что должно случиться до этого? То есть, после чего, ну, здесь, вот, например, мне много вопросов задают, территория России, как что будет? После победы Украина будет говорить, вот этот может быть министром, вот этот может быть президентом, потому что миллиардами должны платить Украину за разрушение, за убийство, за моральный ущерб. Потому что Украина будет участвовать в этом, как после поражения Гитлера. Спасибо. Это автоматически будет так. Заранее скажем. То есть тоже победа Украины, да, должна произойти, прежде чем вы вернетесь? Нет, фактически время, говорят же, время судья, время покажет, но Украина первую роль играет национальными республиками. Все понятно. Так, я попросил. Андрей, Анна, если вы планируете возвращаться в независимый Новгород и Сибирь, что... При каких обстоятельствах? Да, что должно случиться, чтобы вы вернулись? Посмотрим. Вообще-то партия первого рейса будет на чем лететь и куда лететь. К тому времени, учитывая то, что даже уже сегодня в аэропортах Москвы просто коллапс происходит. Задерживается рейс, задерживается. Мне кажется, туда не на чем будет добраться. если будет вагон запломбирован? Есть еще пломбированные вагоны, Да. броневички. Ну, я понял, если Автобусы, все-таки мы куда-то беремся, да? Да. Ну, первое, У них душка такого вопрос нету. это, что должно послужить отправной точкой? Она может быть разная. Это может быть и победа Украины, это может быть и смерть Путина, это может быть и какой-то внезапный
рост самосознания в одной из республик, там в той же Чечне, где вспыхнет какое-то восстание, ну, это я уже думаю, будет в последнюю очередь, учитывая нынешнюю ситуацию в России. Насколько готовы мы, ну, я, например, являюсь депутатом съезда народных депутатов, мы подготовили уже законодательную базу, то есть то, с чем мы поедем, тот кейс законодательный, с которым мы приедем в свои регионы, модельный, так скажем, кейс, он уже готов. И мы продолжаем его развивать. Вот в сентябре будет у нас очередной съезд, и мы шлифуем это законодательство. Оно находится в динамике, в развитии, мы отвечаем на запросы времени, и поэтому мы приедем, когда и при каких обстоятельствах сказать сложно, но то, что мы приедем не с пустыми руками, и мы будем знать, что делать, это однозначно, в этом можете не сомневаться. Андрей, я уточню тогда, либо паралич федерального центра, либо где-то на окраине какие-то события. Понимаешь, Андрей, мы не будем давай сейчас заниматься пустым прогнозированием, потому что на сегодняшний день можно сказать, чего не произойдет. Да? А что не произойдет? Не произойдет то, что Запад активно включится в эту... Но он не включался в 1917 и в 1991 году. Апломбированный вагон и деньги из Германии, это разве не включение? Это была одна страна Запада. Это все Парвус, это все Парвус. Но это все-таки был Запад. Центральная Европа. Анна, кстати, тут дополняя вопрос Андрея, но не всем нужно возвращаться. Кто-то же должен быть амбассадором, да, послом независимой Сибири, например, в Брюсселе, Вашингтоне и так далее. Вы какую свою роль видите? Дипломатии или назад в Сибирь? Только, в Сибирь не в плане ссылку, а в независимую Сибирь. Честно говоря, я немножко представляю в сегодняшних реалиях, что должно случиться, чтобы можно было вернуться, помимо какого-то очевидного списка смерть Путина, не наступление прекрасной России будущего, выигрыш Украины в войне и декриминализации тех бесчисленных статей, которые приняли за последние 3,5 года. Я не знаю, наверное, что-то еще, но в какой-то моей личной жизни как будто бы становится все меньше людей, за которыми стоит туда возвращаться. Поэтому пока не знаю. Спасибо большое, Анна. Сейчас хотим предоставить слово представителям Чеченской Республики Ичкерия, а также перед вашим словом поблагодарить локацию «Белорусское пространство» «Радио Разум». И, друзья, если у вас есть возможность и желание, поддержите локацию донатом. Сегодня здесь мы в пробонном формате, локация предоставлена нам как партнерам, поэтому, если будет возможность, отблагодарите наших партнеров. Добрый день. Меня зовут Белокий Ислам. Я являюсь заявленным представителем Чеченской Республики Ичкерия, гражданином, так сказать, может, не прямым представителем. Мы являемся членами польской диаспоры, чеченской диаспоры в Польше. Здесь у нас присутствуют наши ребята, наши соотечественники. Меня, как я сказал, зовут Белокий Ислам. Можете просто в Google записать мое имя, фамилию, вы знаете, кто я, чем занимаюсь. Я блогер, общественно-политический деятель. Как здесь говорили уже, тоже иногент, тоже террорист, тоже экстремист, и абсолютно мне за это не стыдно. Здесь вопросов было очень много, интересно. Я хотел сказать именно за Чеченскую Республику, что должно произойти, чтобы мы вернулись. Во-первых, должны не забывать, что наш родной дом там находится. То есть не делать из чужбины, так сказать, нашу последнюю инстанцию, где мы уже готовы сложить свои кости и умереть. Мы должны всегда думать о возвращении, потому что идея, она зиждется в надежде. Без надежды нет идеи, нет результата. Поэтому это самое первое, что нам необходимо помнить. Второе, что нам даст возможность, так сказать, вернуться, это ослабление России. Ослабление России, здесь проговаривали, это, естественно, без всяких сомнений, это победа Украины. Это должна произойти, потому что это ослабит Россию не только
в военном плане, ну и в экономическом, потому что Россия будет вынуждена выплачивать контрибуции, репарации и все другие акции, так сказать. И нашим народам нужно понять, что если Россия не развалится, к сожалению, платить должны будем мы. К сожалению, из наших ресурсов будут выкачивать деньги, и нашими землями будут расплачивать преступления русского мира. Ведь это война чья? Это не война чеченцев, республики Саха, это не война татар, это не война ингушей, дагестанцев, карачаевцев, черкесов. Это война русского народа. Эта война ведется за русский мир, не за чеченцев, именно за русский мир. Это то, что мы должны помнить и не забывать. Потому что говорят украинцы? Они говорят, вы выдуманная нация, выдуманная национальность, вы не украинцы, вас придумали, вы русские, они им говорят. Вы хотите отказаться от русского наследия, не от чеченского, не от татарского, не от бурятского, не от башкортского, а именно от русского. Поэтому это второе, третье, что мы должны помнить, что это не наша война. Естественно, Украина должна выиграть, Россия должна перетерпеть внутренние напряжения, которые сегодня, к счастью, там происходят. Люди переосмысливают свою историю, свое положение в этой стране. Сами русские совершают огромные, колоссальные ошибки, допустим, позволяя русской общине бесчинствовать, потому что это разваливает Россию. Даже народы, казалось бы, которые раньше не выступали открыто за независимость, сегодня, наблюдая за русской общиной, видят в ней угрозу своей идентичности. Допустим, вот пару дней назад вы наверняка видели, я называю это оккупированным Башкортостаном, без всяких сомнений, было проведено какое-то молодежное мероприятие. И на этом молодежном мероприятии башкорты решили говорить на своем родном языке, но организаторы им начали это запрещать. Ну вот сами вдумайтесь. Национальная республика. Русские там являются мигрантами, по сути дела. А башкортам запрещают говорить на своем собственном языке. Сколько это происходит, полно роликов, где их оскорбляют и так далее. Или, допустим, возьмем Татарстан. Татарстан подписал федеративный договор. Но давайте скажем, когда он его подписал. После начала войны в Чечне. До этого он принципиально не хотел. В 2001 году. Он не хотел подписывать этот договор. Он отказывался. То есть он тянул, растягивал. Мы его буквально поставили перед фактом. Если вы не подпишете, то с вами будет что? То же самое, что и решили. Оружие, весь оружие кинули вокруг Татарстана. Вот, это типичные референдумы. Нам, когда говорят про какие-то референдумы, мол, в Чечне в 2003 был референдум, в Ингушетии какой-то там референдум, это все фикция. Мы видели, какие референдумы были в Крыму, мы видели, какие референдумы были на оккупированных частях Запорожья, ЛНР, ДНР и всякие вот эти ДР. Поэтому, кратко резюмируя, что должно произойти. Победа Украины, без всяких сомнений, я в этом глубоко убежден. Внутренние напряжения в России, которые помогут ее развалить изнутри, и мы должны быть частью этих напряжений, мы должны в этом направлении работать. А что касается западных стран, все надеются на западные страны, я не думаю, что они должны сыграть в этом ключевую роль. Потому что мы сами себе должны хозяева. Мы не должны выпрашивать независимость у кого-то. Да, если нам помогут западные страны, экономически. Или восточные. Или восточные, в экономическом, в политическом, в военном плане, в информационном плане. Это очень хорошо. И мы об этом постоянно говорим. Но ведь первая, допустим, независимость, полная независимость Чеченской республики Ичкерия образовалась абсолютно без помощи западных стран. Западные страны, наоборот, были против. Буш тогда ездил и упрашивал всех не разваливать Россию. Что все это знали. Поэтому даже Украину упрашивал, чтобы она была частью России. Буш, насколько я помню. Особенно Украина своей Киев, Chicken Speech речь. Да. Поэтому
Запад не совсем заинтересован. Когда мы говорим Запад, здесь я не имею в виду Польшу, там, именно Соединенные Штаты. Но и эта ситуация меняется. Европейский Союз сегодня становится более независимым от Соединенных Штатов. У него начинается своя собственная политика. И поэтому мы видим, что у него есть какие-то свои собственные независимые решения. И я надеюсь, что они образуются, видя, что происходит в Украине, видя, что происходило в Грузии, в Сирии, в Африке, что сегодня происходит, где русские отряды бесчинствуют, расчленяют этих бедных африканцев, выкладывают это открыто на своих соцсетях, и это публично будет. Я думаю, вкратце, вот как-то так. Спасибо. Да. Хотел поднять такой вопрос. Вот я, как житель Украины, представитель Украины, наблюдаю, как российская пропаганда сместила фокус и пытается сместить фокус из, скажем, непринятия и ненависти к русским, как к оккупантам, к народу, что это буряты нас убивают, что это чеченцы нас убивают и дальше. И когда я попадаю в Черноклетке на представителей из России, чеченцев, бурятов, у них такая же агрессия была, они начинают выходить, я смотрю, что имперский центр очень разыгрывает эту карту, чтобы Украина воспринимала национальные республики, национальные народы России как оккупантов, а не русскими. И также настраивает этих народов на нас, когда человек из Бурятии или из Чечни начинает рассказывать, что вы, бандеровцы, вот, как мы можем нивелировать действия российской пропаганды, потому что это существенно. Они, Это все потому, что вы меня не слушаете. Они хотят нас сравнивать. Ну, в первую очередь, конечно, мы сами должны работать информационно. И сегодня было это сказано, что информационная борьба, она очень важна. Это основа борьбы. Сегодня в современном мире считается, что 20% примерно приходится на военную мощь, где-то 80% приходится на информационную борьбу для достижения результатов. Например, в 20 веке, это было в начале 20-го, это было как раз наоборот. Мы должны вести информационную борьбу, но не только. Допустим, в Украине сегодня присутствует несколько чеченских добровольческих батальонов, батальон Шейха Мансура, батальон Джихада Будаева, есть ОБОН, отдельный батальон особого назначения, есть правительство Чеченской Республики Ичкерия, есть с нами, во главе с Ахмедом Закаевым, который туда постоянно ездит, там присутствует. Его сын постоянно участвует в боевых действиях. Это, кстати, тоже очень хороший показатель, когда глава государства отправляет своего сына в самое гущее сражение, его сын участвует в Белгородской области. То есть, это очень хороший показатель, это пример для нашего народа. Я сам был пресс-секретарем батальона имени Шейха Мансура, был в Украине, был и в Бахмуте, был и в различных других боевых точках, в горячих точках. Поэтому, когда люди видят, что есть представители каких-то народов, которые борются, да, за свои тоже интересы. Понятное дело, что у нас тоже есть свои интересы в борьбе, где оккупация нашей территории. Но когда видят, что есть, которые борются против этого режима, я думаю, это помогает. Допустим, в чеченском вопросе мы смогли в какой-то момент переломить российскую пропаганду, и в общем и в целом в Украине сегодня чеченцев не считают оккупантами, их считают потенциальными союзниками. Да, есть Кадыров, есть Даудов и прочее, вот это коллаборантское, так сказать, вот это сборище, но они даже для украинцев уже не являются представителями чеченского народа. Поэтому если другие республики также начнут, допустим, организовывать, высылать туда добровольцев, это очень сильно поможет. Это очень сильно. Допустим, есть в Украине ингуши есть, которые борются, но у них нет отдельного батальона. Вот это проблема. Магомед Алиев работает. Магомед Алиев работает, но он и воевал, он и участвовал в боевых действиях, он и информационном, но это отдельно, так сказать, жемчужина. Да? Но именно чтобы были какие-то военные образования, это очень важно. И тогда всему миру станет понятно, что чеченцы красавчики, татары красавчики, там, не знаю, черкесы красавчики, башкорты, буряты, там,
Якутии и так далее. Тоже самое. Мы, например, со своей стороны стараемся продвигать такую идею, вот, как я, например, продвигаю. Когда был Советский Союз, нас украинцев, так же, как сейчас вас чеченцев, бурятов, да, бросали завоевывать Чехословакию, бросали на Венгрию. И еще даже до 2014 года у нас были там войны, праздник воина-интернационалистов, где люди выходили в ордена, что они там в 1968 году танками в Праге довели восстание и так дальше. И сейчас Чехия, то есть для чехов мы были оккупантами, мы были в составе оккупационной советской армии. Но сейчас Чехия нам помогает, потому что она понимает, что если не выстоим мы, да, то нас снова будут бросать и завоевывать Европу. И мы тут в Украине тоже стараемся продвигать такую тему, что да, сейчас тех чеченцев, тех бурят, тех татар, чувашей, башкортов, их бросают в Украину, так же, как нас бросали тогда. Но если мы от них отсторонимся, да, и все, да, они будут использоваться вот этим пушечным мясом против нас. В наших же интересах помочь этим народам обрести независимость и помогать уничтожать Москву, так же, как сейчас Европа помогает нам, хотя мы были оккупантами. Да, без всякого. Спасибо огромное. Да, спасибо огромное за вашу речь. Также продолжая, да, поскольку мы дали возможность нашим гостям, я знаю, что есть представители Ингрии в зале, представители Бурятии, представители Дагестана. Если у вас нет желания также по тем вопросам, которые задавали, тематику говорить, мы можем буквально 1-2 минуты вам предоставить. И небольшой превью, то, о чем говорил Андрей. Вот 115 лет назад была русско-японская война. И в этой русско-японской войне участвовали, воевали против Японии, да, для того, чтобы завоевать Манчжурию, не только представители Бурятии, Саха, Татарстана, но и представители Украины, Польши, Финляндии. Да, тот человек, который построил независимое, помог победить большевиков, Карл Густав Маннергейм, он воевал против японцев в лавах армии имперской российской, и воевал во время Первой мировой войны. И также лидеры Украинской Народной Республики и генерал Гетман Скоропадский. Но изменился контекст, они стали лидерами новых государств. И вот когда мы говорим с японскими нашими партнерами, мы говорим, смотрите, сейчас Финляндия, Польша, Украина ваши партнеры. Они не воюют, не хотят завоевать Карафута или Хоккайдо. Они с вами торгуют и нормально живут. Так, скоро так будет Саха и Бурятия, это не будут угрозы. И также здесь, в Польше, в Литве, Новгород Великий не будет угрожать Польше, не будет говорить, что он на Берлин второй раз пойдет, да, или хочет уничтожить Эстонию, или Литва или Латвия выдуманное государство. Нет, это в интересах всех стран. И мы должны понимать, что условный Запад это как клише, да, и мы должны показывать, рассказывать, московская пропаганда успешна в том, что она показала, что нет других наций. И очень важно доносить это и показывать взаимный интерес, поскольку независимая Саха, Татарстан, Великий Новгород не будет угрожать не только своим гражданам, но и Польше, и другим. И возвращаясь опять же к тому, что все говорили, что победа Украины очень важна, благодаря как раз украинским защитникам и защитницам всем мы здесь можем общаться, и в Польше нет русских ракет, надеемся, их не будет ни в Польше, ни в странах Балтии, ни Северной Европы, мы должны победить их вместе. Для этого мы должны взаимодействовать, должна быть коалиция, да, антироссийская от Японии и Норвегии, и она должна включать всех представителей порабощенных наций и регионов, да, потому что, опять же, и Новгород, и Ингрия, и Урал, и Сибирь страдают от московского безумия террористического не меньше, чем страдают башкорты или Саха. Уважаемые представители Ингрии, Дагестана, Бурятии, есть ли у вас желание у кого-то сказать несколько слов? Тогда еще один вопрос мы оставим на последнее. Сейчас вернемся к нашим спикерам. У нас есть буквально 10 минут. И я хочу вам всем также задать такой блиц, один общий вопрос. Сейчас в мире, да, Москва продала эту единую Россию, да, вот, по сути оккупирована Карафута японского до Кенигсберга или Калиста, как его называли, когда учился в Литве, что это монолит, да, что вот это все пространство это какой-то один народ, единый, одна история и так далее. Хотя площадь этого образования
название террористического 17 миллионов квадратных километров, это больше, чем вся Южная Америка. Несмотря на это, в Европе и в Соединенных Штатах Америки, да, все это динамично меняется, ни у кого нет сомнения, что те, например, территории раньше Османской империи, да, которые 500 лет были под управлением имперского Стамбула, да, например, там, часть Греции или Албания, да, или там Ближний Восток, что это отдельные нации, арабы, да, там, греки, албанцы, никто не считает их турками, да, или османцами. Никто не считает, что бывшие колонии Португалии, Ангола, Мозамбик, например, это португальцы, да, или Алжир это французы, да, все даже французы, которые имеют какой-то имперский флёр, имперские фантомные воли, они понимают, что Алжир это отдельная нация, или вьетнамцы, да, которые были частью этой империи. Но до сих пор в большинстве мира некоторые люди считают, что раз русский сапог был в Варшаве, в Киеве или где-то там в Карсе, значит это русская земля. Как сделать, как донести полисимейкеры, да, стейкхолдеры, назовем это, политики, дипломаты, эксперты, специалисты специальных служб, как донести то, что Дон, Саха, Татарстан, Великий Новгород, Сибирь, это не то же самое, что Москва, и что вы имеете потенциал, историю и субъектность, главное, для будущего независимого государства. Что, какие, вот, ну, условно говоря, посылы, опять же, очень коротко попрошу вас, одно-два предложения, могут помочь здесь польскому депутату, министру, представителю Европейского парламента увидеть вас, равных партнеров, увидеть вас будущих, посольства, да, Сахи в Варшаве, чтобы было, Татарстана, как убедить свободные страны мира, что не только в ваших, но и в их интересах ваше освобождение. Наверное, для того, чтобы проводить любую дискуссию, надо начать эту самую дискуссию. И мне кажется, хорошим шагом будет, если возникновение именно такой дискуссии. То есть западные страны должны захотеть это услышать, а мы проявляем любые аргументы в нашей пользу. Спасибо. Вы знаете, в некотором роде такое разочарование, да, западных политиках, простите меня, но такое ощущение, что они не начнут действовать, пока они сами не почувствуют угрозу. Иногда, мне так кажется. Поэтому я даже не могу сказать, что должно послужить тому, чтобы Запад нас услышал. Мы и так кричим, да, на каждом углу, рвемся во все, значит, двери, стучимся. К сожалению, не всегда это получается. Но вот в том числе вот такие штуки, они тоже, кстати, знакомят западных политиков. Здесь есть все, ты ни с кем не встречаешься, никуда не выходишь, никуда не идешь, а ты книгу прочитал. То есть, вот. правильно? И это тоже очень работает в нашу пользу. Раиса, правильно я вас понимаю, что, к сожалению, пока, как там говорят, да, петух не клюнет в одно место, то есть пока не придет второй Перл-Харбор, пока русские танки не поедут на Нарву, на Вильнюс, это не поменяется. Да, да, абсолютно. К сожалению, такое впечатление. 4-й год война идет, извините. Спасибо, но давайте опять же не забывать, что в некоторых странах Европы мы дадим словом после ответа. Есть позитивные динамики, да, если в 2000, я как гражданин Украины скажу, если в первые дни февраля 2022 года министр финансов Германии говорил, ну зачем вам помогать, вы через 3 дня упадете, каски, мы вам 5000 дадим, по-моему, или сколько мы там давали. Сейчас Германия движется в правильном направлении, и это смешно было представить 100 лет назад, что и в Польше, и в Франции радуются люди, что немецкая армия перевооружается, да, что она возвращается к нормальному, но время, да, очень долго, очень медленно, мы это понимаем. Рафис. Третий раз. Я прошу прощения. Благодарю, спасибо. Благодаря Олегу, он Япония, Чехословакия, Америка, везде всюду первый диск был многонациональных республик начали видеть в зарубежных странах. Мы тогда второе место занимаем территорию России. Украинская третье место, Беларусь четвертое место,
азербайджанцы на 5 место занимают. Фактически единым фронтом должны освободиться от этого фашистского режима. И будущее у нас будет нормально, отлично, прекрасно, потому что во время разговора, общения, это последняя война фашистского режима Путина. Больше войн не будет. И их хлам, их атомные бомбы, их мусор нам не надо национальным республикам. Мы все национальные республики должны отказаться от этого хлама ядерной бомбы. Хоть какой, хоть химический, хоть водородный, у нас не должна быть. Спасибо. Нафис, кстати, вот такой посыл на английском языке, французском, немецком, турецком, что независимый Татарстан готов к полной денуклеаризации, это, наверное, один из аргументов, который поможет украинскую схвалити шарки терроризм, да, увеличить ваши шансы на донесение правильных аргументов. Андрей и Анна. Ну, здесь два основных момента. Для того, чтобы прозрели регионы, они должны получить определенную информационную картину. Должно быть организовано, в том числе и с нашим участием, информационное воздействие на свои регионы, для того, чтобы люди, во-первых, обратились в своей истории, как я вам рассказывал о том, какие достижения и какая система власти, судебная система развитая, система права существовала еще в XII веке в Великом Новгороде. То есть большинство новгородцев об этом просто не знают. Есть штампы, которые пичкала власть долгие годы населения. И это информационное воздействие должно включать не только пропагандистскую составляющую, но и историческую. И именно просветительская работа, погружение населения в собственную культурную историческую среду приведет к росту самосознания. То есть люди в регионах должны понять, что они не быдло, которое можно гнать на войну как мясо, а что они основа этой республики, территории, от которых зависят и выборы будущей власти. Это сложно, это нелегко делать, но этим нужно заниматься, и в том числе и с помощью Украины. Как мы видим, изменилась динамика войны последняя от гибридной к жесткой, там, тяжелой танковой, артиллерийской до, так скажем, облегченного варианта, более технологичного дронового. Также, он не облегчен, я имею в виду более технологичный. Да, он совсем другой. Также информационное воздействие должно претерпеть изменения, и я думаю, что и Украина работает над этим, и, к сожалению, Запад более инерционный, здесь так же, как и в сфере самолетостроения. Друзья, мы все говорим про Запад, земля круглая, да? Если не можешь что-то найти на Запад, двигайся еще дальше, придешь на восток. Я прошу прощения, к чему я говорю, что в Японии, в Южной Корее, в Тайване САФУ могут услышать быстрее, чем в США, а в Норвегии, в Финляндии, в Новгород могут услышать быстрее, а Канада может услышать Сибирь. Поэтому не забывайте, что земля круглая, да, и есть, опять же, например, страны тюркского мира, страны, где, как в оккупированной Чечении, да, есть мусульманское население, есть потенциальные партнеры с государств Ближнего Востока, с государств Персидского залива. И пример Сирии, он показательный, да, когда есть лидер, который борется, и тебя могут помочь и поддержать. Соединенные Штаты не поддерживали лидера Сирии, Франция и Германия не поддерживали, но сейчас они с ним встречаются, снимают санкции и его признают. Когда ты, как вы верно, наши друзья из Чечни сказали, когда вы боретесь, и вы субъектны, даже если вас не хотели изначально поддерживать, нет другого пути. Ты меняешь квартиру с субъектностью. Я прошу прощения, Андрей, за дополнение. Да. Я заменю слово «Запад» на слово внешняя помощь, внешнее воздействие информационное. Оно не менее важное, чем помощь вооружениями и помощь технологиями. Поэтому в информационном поле есть свои технологии, довольно эффективные, довольно современные. К сожалению, Россия сегодня здесь опережает весь остальной мир. И здесь есть над чем работать. И просто я сейчас вижу, что Украина в этом тоже начинает преуспевать. Она меняет свой вектор воздействия на Россию. И наша сегодняшняя встреча это тоже один из таких элементов, я надеюсь, общественных. Но мы не дорабатываем. Если бы вы все делали то же самое,
были топос, было бы много больше Да. просмотров в ТикТоке, Поэтому нам понимаете? Мы надо халтурим. Нам надо и на уровне Украины, своих регионов, представители которых сегодня здесь собрались, надо взаимодействовать, надо обмениваться опытом, и надо искать вот эти точки проникновения, точки развала нынешних нарративов, которые создала и навязала Россия порабощенным народом. Хотя слово «порабощенные народы» мне не очень нравится. Я бы сказал, применил какой-то другой здесь термин, потому что чем-то это отдает унизительным. И те народы, которые этим народам, этим региональным группам нужно поднимать уровень сознания. Именно через информационное воздействие. В отличие от Аушвица, который Олег приводил, где не было интернета, сегодня есть система информационная настолько развита и настолько еще неосознанная ее возможности, что мы должны именно в этом направлении двигаться. И несмотря на то, что Россия предпринимает огромные усилия по закрытию определенных информационных каналов, там сейчас они с WhatsApp, с Telegram работают, тем не менее они не смогут охватить всю систему закрыть. И еще очень важный момент, последний, хотелось бы сказать, что вот то, что я наблюдаю в российско-украинской войне, в информационной войне, мы все время идем с ответом на вызовы. Мы эти вызовы должны формировать и навязывать врагу. Только тогда мы будем побеждать. Пока мы будем находиться в глухой обороне, нас будут побеждать. Согласен, победить в войне, защищаясь только теоретически возможно, но это очень долго и много жертв. Друзья, Анна сейчас ответит на мой вопрос, у нас есть еще 10 минут для нескольких вопросов. Андрей, небольшая ремарка перед ответом Анны. К сожалению, да, есть интернет, но как во время Аушвица, Аушвиц был не 2000 лет назад. Было радио, было в тот момент, да, уже появлялось даже телевидение, была пресса, и многие люди знали правду и ничего не делали. Они уходили в это самозабвение, как есть сейчас. Большинство людей, как вы сказали, не знаю сколько, 80, 70, 60, которые не активные, да, сторонники войны Путина, режима, империи, но пассивно ничего не делают, чтобы с ним что-то сделать, это как раз то, что позволяет им делать. И пассионарное меньшинство может что-то изменить, а может что-то не изменить. И вот худшее то, что несмотря на наличие интернета, многие люди не хотят нам правду. Они от нее скрываются, они от нее уходят, да, как бы в внутреннюю изоляцию, эмиграцию, и нужно как-то все равно к ним достучаться, и инструменты информационной, ну не пропаганды, да, потому что мы не антипутин, да, мы говорим про коммуникации, стратегические, просветительскую работу, очень важны. У вас есть ремарка? Да, ремарка коротенькая. Мы находимся в Варшаве, которая обладает большой историей сопротивления, и история Варшавского восстания как раз это вот тот ответ, Олег, на твой посыл. Вот даже в закрытой такой информационной системе можно найти червоточину, через которую действовать. Под ужасным гнетом оккупантов поляки смогли организоваться и обеспечить с помощью Великобритании и обеспечить успешность этого восстания. Оно все-таки, несмотря на подавление, оно было успешным. И история сопротивления европейского знает, когда концлагеря были восстания, в том числе и среди еврейского населения. Блять, откуда такая шахтная война? Большинство из которых погибли, но это как раз история того сопротивления, которое нас вдохновляет на действия сегодня. И нам в регионах очень сложно проникнуть через вот эту толщу пропагандистской такой бетонной плиты, ее не пробить. Но вода всегда находит путь. И этот путь нам предстоит пройти через просветительскую работу, через вот это информационное проникновение, и в том числе через пропагандистские. То, про что Моисеев про воду. Надо брать оружие в Философ по Геббельсу слово пропаганда имеет не очень хороший контекст, поэтому давайте все-таки мы будем заниматься стратегическими коммуникациями. Анна, как найти эту точку G, да, информационную в Capital Nation регионах, как все-таки действительно пробить эту стену с тем, что режим еще более закручивает гайки
самое главное, что тотальное большинство людей им украинскую мову, это звучит байдуже, да, на русском все равно. Да, как вот эта пассивность и восприятие зла, которое есть сейчас, как возможно с ним работать? Мне кажется, надо было начинать с школы, да? Но это, к сожалению, да, большая проблема, что для людей это норма. И мне кажется, что важно разными, совершенно разными способами объяснять обычным, самым простым людям разумеется, почему плохо рассказывать то, что не надо рассказывать в разговорах о важном. На своей сестре, почему плохо разговаривать от аборта. И всем остальным на очень прикладных вещах. Не уходить в какую-то... Геополитику, то есть по фильме, по пацански говорить, да? Ну, с бутылкой водки. Не, надо вырабатывать условный рефлекс просто. С одной стороны, в чем конкретно им польза этим конкретным выбором? Потому что сейчас люди в большинстве своем находятся в режиме выживания, и им вот все высокие материи, все чудесно, прекрасно и очень хорошо, но они не будут услышаны, не будут прочувствованы, и вообще сейчас для них не время. Поэтому если лучше искать подход, то через очень прикладные вещи. И перед последними вопросами еще комментарии от Раисы. Я хочу сказать, что вот сегодня вот звучало о том, что и в концлагерях бывали восстания, и пример приводилась Польша, да, но это же пример отчаяния. То есть люди были доведены до крайности, да, и получается так, что люди в России тоже должны быть доведены. У них должна быть в России состояться или экономический коллапс какой-то, или гуманитарная катастрофа. И только после этого до них начнет, и только после этого вот эта вода, о которой было сказано, начнет находить свою жизнь. Да, и как-то на них Раиса, исходя из этого, поддерживаете вы и считаете, что если наконец-то, надеемся, не просто будет 18-19 пакет санкций, да, от Европейского Союза, от американцев, японцев, а будет тотальная эмбарго, да, на любую продукцию Российской Федерации, включно с нефтью, газом, что действительно ударит, и в том числе санкции тем, кто будет стараться помогать обходить это эмбарго, и упадет уровень жизни. Это может стать катализатором? Это станет катализатором. Плюс вот эта вся беда, которая бы происходила в России, она должна породить внутреннее, я не знаю, партизанское движение, которое тоже будет работать на развал этой империи. Ну, надеемся, что, по примеру, Иран с республиканской армией Саха, да, и повстанская армия в Татарстане тоже помогут приблизить этот необходимый для всего мира день. Григорий, ваш вопрос. Сегодня мы в течение всего вечера, прежде всего, вы, Олег, и уважаемый представитель Чеченской, говорите слово, очень важное слово, победа. Но мне бы хотелось конкретизировать, что называется победой. Выход на границы какого года? Или взятие чего называется победой? С моей точки зрения, надо говорить не о победе, а о безоговорочной капитуляции страны агрессора. А добиться ее как? И какими силами возможно ее реально добиться? Потому что вопрос не в том, чтобы дойти до Москвы, вопрос в том, чтобы потом удерживать эту территорию, хотя бы определенное количество времени. Кому это вопрос? Как представитель Чечни, так к вам, так к любому. И второе, важное, вторая составляющая, что народ сам поднимется. Только потому, что ему... Я могу ответить на этот вопрос. Будет альтернативное телевидение меняться. А он его смотреть не может, не сможет. Потому что уже сейчас очень будет принят этот закон. Не за то, что вы написали книгу, а за то, что вы ее читали. Не за то, что вы продавали, а читали, вот рассматривали все. Искали. И откуда, если вы не будете опираться на внутренние политические силы, которые, кстати, есть, но есть у нас прецеденты в других регионах,
уровне хотя бы республиканской формы. Давайте смотреть реальную ситуацию. Враг у нас очень консолидированный и очень сильный. Эмбарго, о котором вы говорите, не удалось задушить даже маленькую Кубу. Эмбарго было намного более сильным. Ирану невозможно, не удалось. Россия имеет полную таблицу Менделеева, все есть. А самое главное, что российский народ, не русский, а российский, весь и в Сахе, и в Бурятии, и в Туве, и где угодно. Он привык жить так плохо, что не мог жить хуже, не очень важно. Он в основном живет в границе до сих пор, натуральным хозяйством. Не, уже перестали. Лет 10 уже держу. Что вы можете сказать реально? Ответить на Рафис, ответьте, я вас В данное время, видите, поезда становятся, аэропортах люди возникают. Экономический крах полным ходом идет по территории России. Идет к гражданскому войну. Без гражданской войны Россия не развалится. Потому что гражданская война есть, а то, что санкции, то, что, вот, например, Украину, европейские страны будут помогать, 40% оружия уже производит Украина. Если брать десятками раз, уже больше производит Украина оружие. Европейские страны объединились. Уже идет полномасштабный крах России, российской армии. Потому что идет истощение финансово-экономические во всех вопросах. И морально тоже. Многие русские тоже против войны. Многие, не только национальные республики. Народ устал от войны. Вот это тоже большой плюс для Украины. Рафис, спасибо. Можно я тоже отвечу на этот Да, вопрос? сейчас там есть еще один вопрос. Я не отвечаю за любого другого украинца или государства Украины, отвечу просто как гражданин Украины, что есть для меня победа, да, как бы, и как я вижу, как ее единственный вариант достичь. Любой выход на любые границы, любое перемирие и так далее. Пока Москва существует как метрополия, у которой есть колонии, и главные колонии это Саха, Сибирь, то откуда Москва может черпать финансовый ресурс не только для внутренних репрессий, но и для внешней военной экспансии, означает, что я не смогу жить нормально, и моя семья, мои друзья и так далее. Поэтому для меня единственным вариантом пути, почему, собственно, у меня возникла идея создания этой платформы и почему я здесь присутствую, единственный вариант иметь возможность развивать свою страну. Я не хочу заниматься, да, там, Кыргызстаном или Сахой. Я хочу побороть коррупцию в своей стране, да, повысить уровень жизни, пенсию, улучшить неинклюзивное пространство в Украине. Тем более, исходя из того, сколько людей из-за этого безумного государства потеряли руки-ноги. Но я не могу это все делать, пока Московия есть колониальная империя, последняя. Поэтому единственный путь, как и победить ее, и обеспечить, обезопасить, да, от реваншизма, это для того, чтобы все регионы и нации стали независимыми, и тогда шансов, что они опять начнут это меньше. Как достичь уже этого процесса деколонизации? Это вопрос и многих действий, информационных, кинетических, спецслужб и удачи. Потому что, опять же, никто системно, даже Германия системно не работала на развал Российской империи 100 лет тому назад. И никто не работал, тем более на развал Советского Союза в 1991 году. Но миллион факторов разных, начиная от Чернобыльской катастрофы, да, и заканчивая тем, что эстонцы, латвийцы, азербайджанцы не остановились, когда их душили танками, убивали, это все сработало. И поэтому для меня победа — это когда Москва превратится в нормальную европейскую столицу или не столицу, город, финансовый и культурный центр, как Стамбул, например, после Османской империи, или Вена после Австро-Венгерской, которая не была колониальной империей, да, то есть она объединяла нации, была намного больше федерацией, чем Российская псевдофедерация есть сейчас. И ваш вопрос. Привет, Яна. Я вам немножко, я немножко. 40 лет тому назад я была против коммунистической власти.
Я сидела в суде. Здесь недалеко на Кодексе не сидели. Но наша мечта, мы не думали о том, что рухнет Советский Союз во время солидарности. Не делали. И во время солидарности был Брежнев, еще. Но у нас было 10 миллионов людей. Мы делали. Мы не ждали Запада. Запад помогал машине до печатания, другой. Но мы не ждали, что он придет и нам независимость даст. Даже и для вас. Когда я уже сидел в тюрьме, военное восстание, в военном состоянии в Польше, тогда мы мечтали, что Европейская Уния будет до Берлинского прилива. Знаете, но мы не видели, кроме 14 или там 17 республик, кроме не видели таких меньших народов, национальностей. Мы не видели чеченцев, не видели бурятов, не видели, знали, что они есть, но их не видели, видели в составе России. Видели только Украину, Казахстан, ну, может, Карелию, бо она была республика, потом нет. Мы не видели. Изменилось в 90-х годах. Мы думали, что Россия будет демократической. Изменилось, когда началась война, чеченская война, что Россия не идет путем демократии. То изменилось. Но сегодня мой друг, который 2 дня тому назад больше орден чеченский от Закаева, Адам Боровский, помогает Чечении. Я, Украине, Беларуси и другие. Но мы не думаем, что Запад придет к вам с танками. Нет. Вы, в ваших народах, должно быть движение такое, чтобы рухнула себе Россия. Это империальная Россия. Будет другая Россия. Но вы это должны сделать. Это может не то, что я вам хотел сказать, что уже будет ясный полный день. Может это быть за 20 лет, за 30, но мы тут позже ждали. Режут Ждали и делали. звук. Теперь Чечения, теперь Украина. Должны мы все сделать, чтобы была победа Украины. Это первый. Это первый. Когда будет победа Украины, будет и Беларусь. Независимая. Когда будет и Беларусь независимая, будет и другие страны независимые. Спасибо. Но можно медленно, но надо сделать так, народ. Спасибо, Асилий, дорогие души. Нет другого пути, кроме как победить дракона. Главное не превратиться в самим драконом. Живе Беларусь, Беларусь будет тоже освобождена. Да. Живи вечно. Дорогие друзья, последний вопрос, если у кого-то есть желание. Все говорите о том, что возможностью для движения вашей свободы является победа Украины. Но давайте будем реалистами и посмотрим то, что за последние несколько месяцев каждый стейт была захвачена, да мы в принципе видели, что больше захвачена территории, чем за весь предыдущий год. Соответственно, вопрос, если вы убираем из всех конфликт, возможно, вы какие-то переговоры, там, перемовины, неважно. Что вы будете делать в том случае, если Украина все-таки нет? Мы не имеем права останавливать свою деятельность. Мы не имеем права останавливать свою деятельность. Все равно, как бы ни
не было. Я при Сталине, честно говоря, не верю. Да, я все-таки верю в то, что Украина... Но может быть сценарий, например, паузы, как сказано, да, какого-то, опять же, заморозки конфликта, который Москва будет использовать для подготовки на атаку на Литву, Эстонию, Финляндию, Польшу, да, то есть ваши действия в этот момент условной паузы. Да. Не поражение Украины, но и не победа. Продолжать свою деятельность. И, как я уже говорила, работать внутри республик, организовывать какие-то внутренние очаги сопротивления, партизанское движение. И я, кстати, вот не согласна была с мужчиной, который говорил о том, что жители России привыкли уже и будут жить в бедности и в нищете, и они к этому привыкли и никогда не восстанут. Это не касается нас. У нас минус 50 градусов, любая гуманитарная катастрофа выведет людей на улицы. Спасибо. Есть ли что-то добавить у вас, пожалуйста? Телефон, осторожно. В свое время был участником Майдана в 2014 году. 84 месяца жил в Украине. Украина никогда не будет сдаваться. Конец путинскому режиму неизбежен. Спасибо. Есть добавить? Работать с элитами внутри регионов, своих регионов, потому что ждать, пока русский мужик перекрестится, можно ждать столетиями. Только элиты в своих регионах смогут изменить ситуацию, которые сегодня уже начинают роптать, и в отдельных регионах такие червоточины появились. Это сложный путь, правильно вы сказали, что Польша не ждала, Польша работала, и Польша не сравнить менталитет польского населения и менталитет русского населения. Все-таки, как это не жестоко звучит для россиян, но рабское сознание в России неистребимо. И для того, чтобы русских разбудить, нужно несколько Польш, чтобы произошло там. Что уже такое ощущение, что Путин сегодня проводит жуткий эксперимент подавления этого сознания населения. И вот что сделать еще, чтобы русский мужик взревел? Ничего не происходит. Вот ничего. Поднимется, может быть, скорее Чечня, еще раз. Поднимется Башкортостан. Но, честно, положа руку на сердце, я не уверен, что Новгород поднимется. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки и ждать, пока там что-то произойдет. Мы будем нести туда вот эту искру сознания, работать не с населением, а с элитами, которые уже непосредственно сами там будут работать. Есть какая-никакая, но оппозиция. Сегодня, например, есть организация коренных народов Новгорода, коренных новгородцев, прошу прощения, которые выдвигают на сегодняшний день даже своего кандидата в губернаторы. Получится, не получится, но надо с ними взаимодействовать, работать, каким-то образом пытаться им помогать. Да, и перед завершающего слова я прошу вас буквально минуту. Опять же, все в динамике, да, и даже в Украине в 1917 году, уже после начала революции, около года потребовалось, чтобы от идеи автономии перейти к независимому государству, да, то есть Эстония, Латвия, Литва за 1918 году они боролись и стали независимыми, но 20 лет до этого там фактически не было таких настроений. То есть этот процесс работы ежедневной, сложной, никто ее не сможет сделать, кроме собственного. Да, и нужно быть готовым к тому часу чек, который произойдет, чтобы не пропустить этот момент и его использовать именно... в 2023 году во время марша прихода. Да, но тем не менее сейчас, да, хороший пример. Тем не менее сейчас нужно делать все, чтобы даже более-менее значимый момент не пропустить и использовать его в своих интересах. Отвечая на вопрос, что будет, если Украина не победит, это очень важный вопрос, потому что все мы здесь проговаривали, что один из пунктов – это победа Украины. Но спасение утопающего – это дело рук самого утопающего. И в первую очередь мы сами должны бороться. И да, может нас Запад нам не помочь, как здесь говорили, что мы сами должны. И это абсолютная правда.
Запад не признавал Ичкерию. Вот, например, Ичкерию. В 90-х годах, когда Ичкерия объявила свою независимость, никто в этом мире не признал Чеченскую республику Ичкерия. Но это помешало нам стать независимыми, хотя бы на определенный промежуток времени. Нет. Мы стали независимыми. Чем? Борьбой. То есть силовой метод нельзя никогда исключать. Сегодня русская оппозиция, так называемые хорошие русские, везде и всегда говорят, мол, они против войны, и так далее, и так далее, и так далее. Но без войны невозможно, к сожалению, разбить империю. Только война сможет показать этой империи, где ее место. Поэтому каждый народ обязан все-таки рано или поздно рассчитывать на эту войну. Чеченцы, они всю историю воевали. Вот представитель Дагестана здесь присутствует. Дагестанцы воевали, мы знаем, что был прямо тот же имам Шамиль, всем известный. Это долгая борьба, которая не сопровождалась помощью Запада. Мы сами боролись, и мы будем бороться. Допустим, Америка нам не поможет, Европа не поможет. Вот сегодня находимся в Польше, допустим, завтра Польша скажет, все, давайте, были хорошо, давайте, валите к себе. У нас и так будет все это продолжаться. Мы надеемся, конечно, что этого не будет. Мы не видим мир в черных красках. И мы работаем, дипломатии ее нельзя исключать. Но рассчитывать на третьи силы, делать из них окончательный вариант нашей деоккупации, нельзя. Сами должны, мы готовы умирать. Вот здесь вопрос. Мы готовы умирать здесь присутствующие? Готовы ли мы идти против танков, против самолетов, против дронов? Готовы ли мы жертвовать своей жизнью? Вот этот вопрос каждый должен сам себе задать. Готов ли он сидеть в тюрьме после 40 лет? Если он не готов, тогда никакой Запад ему не поможет. Даже если весь этот мир соберется и сделает из него короля, сделает из него президента, через 2 дня он эту власть потеряет, потому что он не готов жертвовать. Он не идейный, он не готов вот эти трудности переносить. А ведь в России, как уже здесь кто-то сказал из присутствующих, они живут, именно если взять русские, в основном они живут нищей жизнью. Даже вот малые республики, которые, допустим, в оккупированной Ингушетии, 27% населения находится за чертой бедности. 27. 25% безработность. Но все равно ингуши живут лучше, чем где-то русские живут. Да, все равно лучше живут. Потому что культура другая, менталитет другой. 50-60 километров под Москвой, в столице Российской Федерации, извиняюсь, стоят деревянные 2-3-этажные дома, где люди живут, у них нет канализации, буквально вот недавно я смотрел, они, извиняюсь, ходят в ведро, потом выносят это ведро и выплескивают его прямо под дерево. Собственно, что они делают со всем миром. Они же те самые Российская Федерация. И после этого удивляются, говорят, что, мол, неправда, что они в Украине унитазы воровали. Воровали, это факт. Вот как-то так, если коротко. Можно я еще отвечу тоже? Ой. Можно я отвечу, пару? Буквально 2 предложения. Да. И без расизма, евгеники, мизогонии и ксенофобии. Пожалуйста. Это тебе эти, как его, мои противницы наговорили про меня. Но ситуация такая, что, во-первых, Россия не остановится, они будут использовать, значит, фактор любой. Вот мужчина говорит, что вдруг Украина не выиграет. Украина всегда выиграет, это раз, даже если проиграет. А с другой стороны, мы сейчас, вот как бурятская нация, получили более нескольких тысяч натренированных убивать бурят, которых не было, начиная, ну я не знаю, с момента нашего поражения, с момента оккупации. Когда в 1654 году мы обложили Иркутский острог и в качестве предупреждения и не сожгли его, к сожалению. Вот с этого периода буряты практически, когда потеряли воинские традиции, сейчас они благодаря Путину, в кавычках, возрождаются. Так что мы с ними будем работать. И если, допустим, кейс изменится, то мы будем искать поддержку, например, в КНР,
председатель СИПРИ Что у ты нас... мог добавить без прокитайских речей? Нет, я к тому... Они союзники, Китай союзник. Азия для азиат, я был очень удивлен. Азия для азиат, но в есть свое время, Япония, когда... Южная Корея, пожалуйста. Без прокамеров. в свое время, когда министр иностранных дел вот высказал эту фразу, которую в свое время, значит, японские милитаристы использовали для того, чтобы построить империю восходящего солнца. Это интересная позиция, поэтому мы не исключаем бурятское национальное движение, Бурятский республиканский центр не исключает взаимодействие за освобождение Бурятии от Енисея до Амура, контактов с представителями Китайской Народной Республики, учитывая, что буряты очень сильно любят коммунизм, коллективизм, социализм и все прочее. Всего, чего Большое нет, спасибо. Да, спасибо. Спасибо огромное, друзья, всем. Еще раз напомню, что колониальная Московия — последняя империя в Европе, а КНР — вторая в мире. Это тоже то государство, которое порабощает и уничтожает, имеет эти лагеря смерти для уйгуров, оккупировала Тибет, Манчжурию, Кантонию. И мы должны понимать, что против Украины, против свободного мира, против Польши воюет не только Россия, да, она воюет теоретически, но ее союзники, это КНР, КНДР, Иран, их сателлиты типа Лукашенко и так далее, это враги, и нужно это понимать. Спасибо огромное всем за участие. Коллеги, я приглашаю, кого есть желание на фото сейчас вместе сделать с флагами будущих независимых государств. Мы завтра продолжаем наш тур презентацию в Берлине. Послезавтра работаем в Праге, Цюрихе, Вене, Братиславе и Турине. Если у вас есть знакомые, советуйте им приходить. В сентябре продолжим тур презентацию в странах Северной Европы и Балтии, Вильнюсе, Таллине, Стокгольме, Хельсинки. И проанонсирую ближайший форум свободных государств России 23-24 сентября в Стокгольме. Скорее всего, в парламенте Швеции. Спасибо огромное. Приветствую. Московия, Даланда С. И Make Московия small again. До свидания. Майк, Москве. Я так слышал. Да. Маш дłuгopis. Но здесь вам, кстати, Так. Дайте ручку, чтобы Олег подписал. Давайте сделаем есть? фотографию, друзья, если Давай ручку быстро подпишем. Ладно, дорогие друзья, на этом заканчиваю трансляцию. В общем, переходим в кулуары. Давайте все.